Еще одно большое мероприятие, но уже российского масштаба, стартует в Якутске в конце июля. Внедорожное амфибийное путешествие от Тихого до Ледовитого океана. Авторы идеи — Владивостокский внедорожный клуб «Шатун» планирует на автомобилях с прикрепленными на них понтонами добраться до поселка Амбарчик, крайней точки у берегов Северного Ледовитого океана. Половину пути придется проделать по воде, поэтому испытание амфибии во Владивостоке началось почти год назад. 13 августа в 13:00 часов, чтобы испытать сразу уже там все стихии, насколько они позволят нам или не позволят таким оскорбительным способом для традиционного автомобиля перемещаться. В это время первая наша амфибия стартовала с мыса Басаргина во Владивостоке на остров Русский через пролив Босфор-Восточный. Было пройдено порядка 4 километров. Это была чисто тестовая наша такая инсталляция, пробная поездка. Испытание прошло хорошо. По GPS замеряли скорость, порядка 10 км в час, небольшое волнение. Видели удивленные глаза владельцев плавсредств, которые встречались по пути. В общем-то, всем понравилось. Поэтому мы хотим сейчас развить успех. И амфибии, которые строятся в настоящий момент, должны будут быть испытаны уже в более жестких условиях, в речных. То есть, когда пройдет ледоход на Амуре, на Оби, на этих реках тоже будут испытаны наши амфибии, но уже с большим, так сказать, пройденным километражом будут испытания. То есть там порядка 200 километров, чтобы, если какие-то погрешности есть в конструкторе, чтобы они вылезли. В 2007 году якутские спасатели уже проводили подобный водный эксперимент с автомобилями. Первый готов. Второй готов. Готов. Второй заводись. Завел. Первый заводись. Завел. Все, давай, заводи. Минутная готовность. На воду. Не торопись, первый не торопись. Второй пошел. Первый пошел. Первый пошел. Первый пошел. Глушитесь. Жопа на дне. Видите? Жопа на дне, Василий. А? Жопа на дне у него. Успели. На шторме так хреново будет. Нормально. Полностью жопа в воде. Что делаем, отцепляем? Все, отцепляй. Ой, Первый спуск на воду оказался неудачным, но со второй попытки машины все же удалось сплавить поленья на расстоянии около 100 километров. Именно сплавить, потому что вездеходы тянул катер. Владивостокцы же предлагают схему с подвесным лодочным мотором и надувными понтонами. Я привез с собой друзьям из внедорожного якутского клуба «Мамонт» небольшую посылочку. В посылочке содержится как раз один из 2 понтонов, который использовался при переплыве на остров Русский. Его можно уже надуть, приложить к автомобилю, на котором собираешься в путешествие, и под него делать крепление. И параллельно мы разместили заказ на изготовление новых понтонов в количестве 2 штук для якутской команды. Мы сейчас ждем добровольцев и по-хорошему немножечко безумных людей, которые согласятся на эту авантюру и получат от нее удовольствие. Пока ни одного авантюриста от якутян не нашлось, а вот идея прокатиться до Колымы и провести там экстремальный внедорожный фестиваль заинтересовала многих. В плане экспедиции, в принципе, это хорошо для развития автоспорта. Я бы с удовольствием, конечно, поехал, но с работой не получается. А так я только за, и буду рад, если кто-то поедет. Съездить на такие дальние расстояния, проверить машину, проверить себя на выносливость, повидать
может быть, другую атмосферу, что ли. В общем, настрой есть. Мне бы хотелось бы очень поехать. Хорошо отношусь к таким вещам, потому что там как бы мы встречаемся с нашими друзьями-джиперами из других городов. Я бы очень, на самом деле, хотел бы поучаствовать в этих соревнованиях, съездить бы с ними на Колыму, но, к сожалению, как бы много работы как бы в этом году. И машина еще, я считаю, что моя машина еще не подготовлена как бы для таких больших поездок на такое далекое расстояние. Но я очень бы рад был бы хотя бы поучаствовать штурманом с кем-нибудь в экипаже. Не нравится мне это поплавки и вода, и с джипами это не связано. Тем более билет в один конец, я что-то в этом смысла не вижу. Ходить до Колымы, скорее всего, получится у меня. Может быть, и на своей машине, но сопроводим, а поплыть не получится. Свою-то жалко. Нет, это даже очень заманчиво и радостно, что с других регионов сюда к нам приезжают. У нас хорошие места, и надо их изучать, и надо показывать их. Такого внедорожно-амфибийного путешествия он сейчас набирает силу. Я в интернете читал про группу германских товарищей, которые через Якутск проезжали со своими понтонами. Вот, но у них, к сожалению, там что-то не получилось по техническим причинам. Поэтому на нас сейчас очень большая ответственность. Все-таки это наша страна, наша земля, и надо, чтобы у нас все-таки получилось у первых здесь пройти такие маршруты.